Всем, милые модницы! Вы попали в мастерскую программы «Зеркальце», и с вами, как всегда, я, ведущая Юлия. И моя помощница Индира, настоящая рукодельница. Всем привет! Сегодня, как всегда, мы что-то будем переделывать. Над чем сегодня колдуем? У нас есть вот такая большая и просторная футболка. По длине скорее сарафан или платье. Вот и сделаем из нее платье. У нас получится? Я думаю, у нас здорово получится. Ну тогда смело беремся за ножницы. А для превращения футболки в сарафан нам помогут ножницы, нитки, вот такая резинка и швейная машинка. Разрезаем нашу футболку по швам, отрезаем рукава. Делаем все аккуратно, потому что каждая деталь нам пригодится. Из рукавов мы сделаем верх нашего сарафана. Теперь разрезаем вот этот шов. Ну а теперь пришло время снять мерки. Возьмем сантиметр, блокнот. Ты будешь записывать, а я измерять. И, конечно, не забудьте отметить длину юбки сарафана. А между тем, именно короткие рукава футболки сделали ее в свое время такой популярной. Теперь хоть пару футболок есть у каждого. Хлопковые, трикотажные, с принтами, с рисунками, со стразами и пайетками, каких только нет. А ведь чуть больше полувека назад это была сенсация в моде. Когда-то футболки носили в качестве белья европейские солдаты. Во время Первой мировой войны бойцы американской армии взяли на заметку, что это очень удобная вещь. А в 1951 году футболку увидел весь мир в легендарном фильме «Трамвай желаний». Все знали, что такую одежду носили под формой солдаты, поэтому она в то время стала настоящим символом мужественности. А мы переделаем ее по-своему и создадим очень женственный образ. Мы все прочертили. Думаю, можно отрезать? Конечно, режем по линиям. Ну вот, наши половинки готовы. Теперь осталось сделать выкройку юбки. А юбка у нас будет тюльпан. Ну вот, готово. Кстати, у тебя много сарафанов? Ну, думаю, прилично, штук 5 примерно. Но в полосочку у меня нет. Здорово. Так, одну половинку пока отложим. Будем делать лицевую часть. Полоски на юбке у нас будут вертикальными.
несколько минут и выкройка юбки готова. Спинка у нас обычная, прямоугольная, а вот лицевая часть в форме трапеции. Теперь мы делаем зажимы, благодаря которым наша юбка будет похожа на тюльпан. Что ж, давай приступим. Таким вот образом зажимаем. Вот беленькую берем и к черной вот сюда. Так. Складки готовы. Теперь берем верхнюю часть и соединяем с юбкой. Опять при помощи иголок. Детали мы зацепили английскими булавочками. Наши складочки готовы. Можно прошивать на машинке. Готовы, Индир? Да. Ну вот теперь и никто не поверит, что когда-то это была старая футболка. А если кому-то сказать, то все равно не поверит. Можно примерять. Для этого платья у меня еще есть несколько аксессуаров в тон. Я думаю, вот этот черный пояс замечательно подойдет. Сегодня в любом шкафу футболки пестрят разноцветием, а в середине прошлого века их выпускали только одного цвета – белого. В 60-е годы 20-го столетия началась эра печати на футболках. Сначала бывшие солдаты наносили на них эмблемы боевых кораблей, а потом молодые бунтари стали выражать на футболках свои суждения и пристрастия. Одним из первых принтов на майке с рукавами в свое время стал всем известный Микки Маус. Девчонки, попробуйте и вы изменить вещь до неузнаваемости. Увидимся в зеркальце. Пока-пока.